Репортаж «Дождя». Вы мешаете проходу, проезду здесь. С кем вы санкционируете? Даже не знаешь, куда смотреть? Я знаю, я читаю фамилию, фотографию и дату. Мы можем пройти в трудовую инспекцию? Никак нет. На каком основании мы не можем пройти? Вы задержаны за несанкционированный митинг. Везете, можно узнать? Можно хотя бы узнать, в какое отделение вы везете товарища? На метро и дороге Москва в ближайшие 3 года потратит более 1 триллиона рублей. До конца 2020-го появится 57 новых станций. Возникнет еще одна кольцевая линия, тянутся новые магистрали, появляются мосты и эстакады. Казалось бы, система накачана деньгами, но все чаще мы слышим о забастовках метростроевцев и автодорожников. Мы не получили зарплату октябрь, ноябрь, декабрьский. С августа месяца работаю в глоботеке. Вот обещали, никак не платят деньги. Передо мной они 185 тысяч. Поймай покемона. Также и мы бегали за кассиром. Александру Пискунову 58 лет. Позади годы работы на севере, на Дым, Новый Уренгой. А в последнее время строил эстакаду возле метро Щелковская. Я на грунтовом катке работаю. Все, что под асфальтом, то мое. Эту эстакаду в торжественной обстановке открыли в сентябре прошлого года. Вместе с вице-мэром Маратом Хуснуллиным в объектив телекамер попал и владелец компании «Горизонт» Вадим Крылков. Вышел нормальный подрядчик, компания «Горизонт», работает нормально за короткие сроки. Обратная сторона этих коротких сроков – грандиозные переработки, лишь бы успеть к выборам в Госдуму. Приходилось под сдачу работать по 36 без отдыха. 260 часов наработал за полмесяца. Но после сдачи объекта «Горизонт» внезапно перестал платить деньги. До сих пор без зарплаты около 2000 человек. К тому же Александру должны 180 тысяч рублей. Строительная компания «Горизонт» непонятно как получила подряд. Представляете, что такое 2000 человек, каждому должны примерно по 100 тысяч рублей, ну вот в среднем. То есть если умножить, то это получается неплохо наварилось руководство. То есть и деньги они получили. Фирдас уехал из родного Таджикистана, когда ему исполнилось 18. Теперь он в Москве и полжизни проводит под землей. Нехитрое расписание. В 6 утра подъем в общежитии, в 7:30 автобус, в 7:30 спуск в шахту метро. В 8 вечера лифт вернет его обратно на землю. Я работал на этой стройплощадке 3 года. Вот до сих пор уже 6-й месяц не получаем зарплату. Здесь как рай, а там внутри спускаешься как ад. Грязный, вода течет, дышать невозможно, дым. Опасно, трудно работать. Среди объектов Ингиакома – Олимпийский стадион «Фишт», обновленный детский мир в Москве, торговый центр «Атриум». Но сейчас второй по объему заказов строитель московского метро СМУ «Ингиаком» на грани банкротства. Открывай! Открывай! Рабочие пишут жалобы в трудовую инспекцию и заявления в Следственный комитет. Только денег по-прежнему нет. Руководство Ингиакома, рассмотрев запрос «Дождя», отказалось на него отвечать. Но зато с нами поговорил главный инженер Тенгиз Шургая. Нам просто тупо не хватает денег. Тем более, когда сейчас происходят серьезные изменения в ценах. Найти строительную компанию «Горизонт» совсем непросто. Сайт не работает, с телефонами тоже неудача. Алло, добрый день. А я могу поговорить с Вадимом Крылковым? Вы в какой организации звоните? В компанию «Горизонт». Здесь нет такой организации. Нам названивают все, кому не лень. Я не знаю, кто это такие и где их взять, тоже не знаю. Правда, если верить московской мэрии, «Горизонт» живее всех живых. Целых 500 человек прямо сейчас трудятся на Щелковском шоссе. Едем их искать. Работа действительно кипит. Над бывшим черкизовским рынком растут эстакады. Но удивительное дело, здесь уже совсем другие фирмы. Добавочно нам дали с начала этого года остаток работ за оставшийся за ООО «Горизонтом».
которые в данное время не работают. Я правильно понимаю то, что сейчас не осталось ни техники, ни рабочих горизонта нигде на Щелковском шоссе? Ну, наверное. Ну, во всяком случае, я не вижу. А вот по документам именно «Горизонт» продолжает выполнять 2 контракта на общую сумму в 17 миллиардов рублей. Обласканный московской властью молодой предприниматель Вадим Крылков, владелец «Горизонта», имеет хороших бизнес-партнеров. Например, это Натан Винер, известный девелопер и пасынок олигарха Алишера Усманова. Для меня он преступник. Для меня он, открыто скажу, что он взаимодействует постоянно с чиновниками на уровне мэра города Москвы, на уровне департамента строительства. Несколько лет назад Ингиаком привлек крохотную фирму «Спецтехреконструкция», а та поставила стрелку, ведущую в еще не открытый тоннель. Фактически работали действующие сотрудники метрополитена. Они радовались халтуре 10 тысяч рублей за ночь. Но закрепили стрелку не как положено, а просто прикрутили к рельсам проволокой. Так она проболталась целых 9 дней, пока не спровоцировала крупнейшую катастрофу в истории московского метро. Как рассказал Дождю главный инженер Тенгиз Шургая, генеральный подрядчик метростройки, госкомпания «Мосинжпроект». Метро пытаются проложить в сжатые сроки. Только с начала года открыли 3 новых станции. Чтобы достичь таких сталинских темпов, строить начинают без полной сметы и утвержденной проектной документации. И поэтому Мосинжпроект перечисляет Ингиакому не всю положенную сумму, а только 70%. Оставшиеся 30% генподрядчик удерживает до завершения проекта и окончательной сметы. В январе Ингиаком сдал 2-й тоннель от делового центра до Парка Победы. Но, говорит Шургая, с ними до сих пор не рассчитались. Рабочие бастуют с февраля, объекты опустели. А поставщики подают против компании иски о банкротстве. Вот автобусы без солярка стоят. Даже на работу с метро едут. Вчера хотели залить бетон, а оказалось, что у них есть долги, который производит... В департаменте строительства Москвы на запрос Дождя не ответили. Те, кто не был в Следственном комитете, мы идем, соответственно, чтобы сдать заявление. Бланки заявления вот заполним там, бланки заявления с собой. Александр Зимбовский – коммунист и один из основателей профсоюза. Вместе с коллегами он координирует рабочих, назначает время акций, помогает подавать заявления в правоохранительные органы. Да что там, сам же и диктует эти заявления. Занимается менеджментом забастовок. Ну вот, например, подача жалоб в Главное следственное управление по Москве. Еще желательно адрес организации. Это становится более заметно, потому что мы везде стремимся ходить большими массами. Мы сначала людям помогаем, пытаемся выбить для них деньги, пытаемся заставить госслужбы работать, а потом уже, когда они получают задолженность, мы говорим, ну теперь, ребят, вы знаете, что профсоюз действительно очень нужное объединение. Тут, в принципе, ничего сложного. Попасть в профсоюз можно всего за 1% от зарплаты в месяц. Но общественным лидерам уже есть чем гордиться. Например, они добились возбуждения уголовного дела против руководства фирмы СМУ-77, подрядчика все того же Ингиакома. Зарплаты получили примерно 40 человек. Собственно говоря, по СМУ-77 вот именно так пытались пошутить, и только потому, что рабочие очень активно, очень публично ходили по инстанциям и устраивали большой публичный скандал. Все-таки нашлись рога и копыта, и все-таки Ингиакому пришлось заплатить за это. Но большинство обманутых рабочих все так же остаются без денег. Вот, например, лидер движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Он говорит, что каждый день к нему с жалобами приходит до 150 человек. Сотни или несколько тысяч, говорим, людей, десятки тысяч мы называли, из постпространства СНГ оказались в Сирии. И в Таджикистане он получил кредит. Приехал в Россию. Здесь 4 месяца работал. Занимал деньги. Привел 15 человек на работу. Поверил работодателю. А в результате... То есть эти люди сначала берут кредиты, а потом едут зарабатывать в России? Обязательно. Но пойми, откуда у него денег. Готов любой банк, и киргизские, и таджикские банки выдавать им любую сумму. По словам Шарипова, кинутые рабочие сами ищут вербовщиков, чтобы поехать в Сирию. Заработав на войне, можно рассчитаться с кредитами. Завербуйте меня, я готов выехать, воевать там же, в Сирии или в Ираке, и в других местах. Только с одним словом, ваша команда, финансисты ИГИЛа, может платить меня деньги, какую сумму? Общая сумма 200 тысяч долларов. Проблем нету. Александр Пискунов, тот самый, который рассказывал Дождю, что бегает за кассиром, как за покемоном, недавно ходил к следователю. По факту невыплаты зарплат в «Горизонте» открыто уголовное дело. После этого Пискунову позвонил начальник службы безопасности и пообещал выплатить долг – 180 тысяч. Но с одним условием.
Это я в бумаге должен был подписать. Претензий к горизонту не имею. И на звонки следователя не отвечать. И лучше уехать куда-нибудь из Москвы. И вы не стали ее подписывать? И я не стал подписывать. Ну, потому что он мне одному собирался выдать это. Это раз. А во-вторых, я за свои деньги еще должен от следователю бегать. Ну, пускай они бегают. Расскажите, пожалуйста, вот то, что не выплаты, это сейчас какая-то общая тенденция на многих стройках наблюдается? Или это отдельный случай все-таки? Нет, скорее всего, и раньше это все происходило. Единственное, что больше получилось, значит, гласность благодаря нашей работе, благодаря наших сайтов, газеты, выезд на месте, написание различных, соответственно, писем в адрес Генерального прокурора России, полномочий по правам человека, департаменты, просто сейчас я говорю, Москва, это все. Происходило много таких моментов, но люди просто устали. Люди просто раньше не обращались ни в полицию, не обращались в прокуратуру, не обращались в общественность. Они обращались отдельно к криминальным структурам. Вот они должны выбивать деньги. Это 90-е годы, например. Другая сторона, когда они шли туда, и там же встретились таких же людей же. Они между собой общая линия. Они говорят, всегда, говорит, столяр ближе к столяру, водитель ближе к водителю, вор ближе к ворам. И одновременно система получилась как? Когда я разговариваю с многими людьми уличными, я говорю, а как вы выбиваете деньги? А вас же посадят. Вы же пришли, говорит, дайте деньги человеку. Говорит, а у нас согласовано. И люди, когда это все поняли, что даже вор или сотрудники там другие выполняли данную миссию, к ним не поступал денег. Поэтому на мизерные деньги люди шли работать. А когда это все не посмотрели, чтобы нет, лучше будем по нашей методике. Мы организуем, берем заявление человека, рассматриваем, а дальше идем, соответственно, это письмо, чтобы заранее предупредить сотрудника местной милиции, чтобы не появился на объект, потому что он уже соучастник был до этого, потому что он знал, что люди все были нелегальными, а у нас 100% граждан нелегальны в том, что у всех есть патенты, они платят государству, нелегальны в том, что с ними никто договора не подписывает. Трудовые. Абсолютно не будут делать это. А это же хаос, это выгодно всем же, со всех сторон происходящий момент. И они начали к нам идти. Мы идем к работодателю. Да, мы всегда видим. Да. Всегда стоят у двери работодатели. Что вы сюда пришли? Кто вы такие? А когда говорят, это общественная организация. Ну, конкретно пришли по проблемам таджиков. А, тогда понятно. А вы кто? Я вот такой-то человек. Я охранник. Я представитель ЧОПа. Я не имею права сюда пускать. А люди-то шли туда, когда к этому отдел кадрам заходили, когда надо было работу выполнять, всех пускали в эту дверь. А когда возник вопрос, надо заплатить заработные деньги, им говорят, нет, ребята, мы вас не знаем. Мы вас не знаем. По Москве вот на сегодняшний день более 1,5 миллиарда, можно считать, за последние 2-3 года. Более 1,5 миллиардов, 15-16, вот начало 2017 года, не выплачено. Вот это ребята, которые пришли, это уже январь-февраль вы не выплатили. Есть задолженность за 2014 год, за 2015 год, за 2016 год. Но мы обращаемся. Вот гражданам даже дают заявление, вот в одних заявлениях, даже взять, самый страшный, когда был 16 год, для всех нас была такая была фирма, называемая «Горизонт». Где люди буквально, бывшие сотрудники Федеральной службы безопасности, нашего государства, которые были уволены за непорядочности, они оказались в службе безопасности фирмы «Горизонт». Они имели талант в своей работе, они встречались с нами. Даже служба безопасности, господин Егор. Кириллов? Кириллов, да. Служба безопасности «Горизонта». Да. Это был Кириллов, да. А другой, соответственно, директор, который молодой парень. Шеремет? Шеремет это замездник, еще был сам Крылков. А, Крылков. Крылков сам же Вадим. Они вообще вдалек этого. А потом, когда мы узнали, что это все бумаги, заявления отправляют к ним, и они встречи с нами организовали Шереметовым. И Щинсер Шереметов там находился же. Уже набирается сумма почти до 100 миллионов. И тут, когда мы начали помогать таджикам, присоединились к ним молдаване, украинцы, узбеки, киргизы, и количество граждан стали энными. И люди требовали, примите меры. И самое страшное, что было, когда в районе этого офиса
И их офисы на Курском же, когда люди приходят туда, порядка 300-400 человек, к ним отправляют гвардию президентскую. А потом в конце, оказывается, все выяснилось, что господин Клюков говорит, вы извините, у меня в штате 35 человек. А откуда 1500 граждан у вас туда? Это другая фирма. Это фирма, которая относится не к нам, относится к департаменту. Тоже горизонт, но с другими реквизитами, что ли? Абсолютно. Другая фирма. Все мы нашли. Все мы нашли. Начали с переговоров. Ну, заплатили там граждан. Нет, у них карты есть. Вот смотрите, я почему вспомнил с вами разговор, что то, что создано по линии строительства, это есть такой же механизм создал господин Мавроди, который в тюрьме был. Потом уехал на Украину, где-то в районе Донецка он бегал. Но его сажали. Почему Клюков на свободе до сих пор? Вот письмо. Это с прокуратуры ответ. Разные письма могут открывать, разные. И самое смешное в чем? Когда люди уходят в генеральную прокуратуру или департамент, там, да? Человек не найден местонахождения. Потом снимите, вот, ваша камера, покажите, чтобы это все в районе было. Из прокуратуры все. А другая сторона просто, когда в прокуратуру идет бумага, написано, что рассмотреть, у нас, как говорит прокуратура, в течение 30 дней. Я, как глупый человек, подумал, может быть, остальные тоже не глупые, но я глупый, я глупый. Через 30 дней, потому что мы отдали 17 февраля, они посчитали, что февраль 28 дней, а не 30 дней. Ваши бумаги будут ответ 19 марта, да. Так. И они одну строчку написали. Ответ на все этих писем граждан, одну строчку, чтобы надо было 30 дней дождать. Ваш, соответственно, запрос, ваше заявление отправлено нижестоящему городскому прокуратуру. Для этого надо было целое место. Это просто ждите, у нас в России есть законы. Я на стороне закона. Но для этой бумаги одной строчки надо было именно генерального прокурора обмануть. Может, господин Чайка не в курсе? И может, господин Мер не в курсе от департамента? Что если человек Крылков, тоже господин Драб по метрополитену здесь. Пострадали, метро построили, прекрасное метро. Посмотрите, строили таджики, узбеки и киргизы. Киргизы член таможенного союза, Евразийского союза. И что вы с этими гражданами делаете? Другим дайте путь, чтобы они вошли сюда. Может быть, там господин президент не знает, наш уважаемый Владимир. Надо до него довести, благодаря, может, ваш канал. Остальные каналов российские не хотят. Но к нам приезжают зарубежные. А с ним тоже надо нам общаться. Они тоже люди, они поднимают проблемы. Встречались в здании департамента. И пришли представители господина Марата Хуснинова. Они сказали, что мы им давали деньги. 57 миллионов на ваших граждан, на граждан пострадавших. Перед Новым годом в декабре, где более несколько миллиардов, сотни миллиардов в этот день, подписано было деньги Москве раздавать другим же. И что получилось? Где-то 57 миллионов отдали это 2500 граждан. Они хоть на это были рады. Это копейки же мизерные. Это рабочий говорит. Вы мне отдаете 8 тысяч. Куда ему обращаться? А как доказать факт? А никак. Если нет контроля, вот, допустим, контроль есть со стороны государства, граждане России говорят, ждем, когда будет пресс-конференция с господином Путиным. Там поднимается 5-6 таких серьезных вопросов, и Путин мгновенно его даст команду решать. Не видит, скорее всего, и не замечает, что это люди пострадавшие. Он бы решал. Я думаю, Владимир Путин решал вопрос. Хотя бы на уровне СНГ решал бы. Хотя бы создали бы общий комитет по защите трудовых мигрантов во всех странах. Большие мигранты в России. Вот он пускай идет не представителем своих государств, а идет представитель ОДКБ по линии защиты миграции. Надо создать единые, как все остальные, уполномоченные по правам защиты трудовых мигрантов. Возможно было куда прийти, что их письма прочитали. Они не только по работе пострадавшие, они пострадавшие являются, многие из граждан, по другим, незаконные их, соответственно, аресты, незаконные депортации, невыдачи того же патента, или невыплате заработной платы, которые они не могут дальше решать вопрос, как остаться легально. А куда им идти? Считаете то, что проблема горизонта и то, что с ним происходит, это только их желание украсть деньги, а не какие-то объективные трудности? Ну, это пирамида создана, потому что было создано, это есть такого решения. Вот впервые в истории трудовых мигрантов они вышли к зданию прокуратуры, это было 17 февраля 2017 года. Впервые народ. Там же были и скорая помощь, женщины, которые работали санитарами. Там же также вышли метрополитен, фирма Глоботек, руководил господин Драб.
А эта фирма кто руководил? Индиакон. А что за Индиакон фирма? Это бывшая фирма, которая принадлежала жене Лужкову. Перешел в руки другого человека. Человек стал там. Они даже нас попросили, чтобы народ не вышел к Индиакону. Если туда выйдет, у нас будет престиж такой хороший, но тогда заплатите деньги. А Глоботек, он субподрядчик Индиакон? Да, субподрядчик получается. Они делали так. И сейчас смотрю в метро, где вот строят фамастили нашу информацию, обратно людей с улицы собирают. Вы приводите человека, 2,5 тысячи рублей вам отдают. Давайте сюда этого человека, 2,5 тысячи рублей отдаешь за то, что привел человека. Так в день 10, а им обещают зарплату. Они, это мальчики не знают. Поэтому что вот ту информацию, которую сегодня мы знаем, вы должны довести до людей. Там место их скоплений. Вас обманывают. Берите договора. Договора никто не хочет подписывать. И не будет подписывать. Все строится благодаря мигрантам. Сегодня любой руководитель собирается отказаться от роли мигранта, он просто сам себя хоронит. Да невозможно. Даже губернаторы идут в отставку подадут. Как я буду там регион с собой тянуть без мигрантов? А потому что как буду обманывать россиян, завтра вы будете поддерживать. А трудовые мигранты, в крайнем случае, куда? Спецприемник. Поняла, спасибо.